Сегодня якутский героический эпос Аланхо внесен в ЮНЕСКО в список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества. Правительством нашей республики объявлено десятилетие Аланхо. Распоряжением президента Республики Саха-Якутия от 23 июля 2013 года о проведении республиканского национального праздника Исэх-Аланхо в 2014 году было решено проведение праздника назначить на 20-21 июня 2014 года в местности Ортодойду муниципального района Хангаласский улус Республики Саха-Якутия. Вашему вниманию представляем презентацию 12 новых печатных изданий, приуроченных к проводимому республиканскому национальному празднику Аланхо Уйгулагыга Эдык Хангалас Сиргер, проводимому на земле предков, на земле прародителей народа Саха. Первым зафиксированным материалом улуса является алгыс, произнесенный 31 марта 1737 года на Исехе, устроенном, по всей вероятности, на территориях Хаксытского и Актемского наследов, членом второй Камчатской экспедиции немцем Линденау. Об этом говорится в статье Березкина. Яган Линденау Булыргы Саха Иган Тугнан Суютуктан, напечатанной в 4-м номере журнала Хатогус улус в 1956 году, и в книге Эргися Георгия Устиновича «Очерки по якутскому фольклору», вышедшей в 1974 году. Неоценим вклад в дело собирания фольклорных материалов Хангаласского улуса видного ученого и общественно-политического деятеля Гаврила Васильевича Ксенофонтова. В архиве Якутского научного центра «Соран» имеется работа известного ученого-этнографа Гаврила Васильевича Ксенофонтова «Эрейдах буруйдах эрсотох» от сказителя Неустроева из третьего малтанского наследия, записанного в 1921 году. В 1927 году во втором номере журнала «Сибирские огни» был напечатан пролог к богатырским былинам якутов из былины «Эрейдах буруйдах эрсотох». В этом же архиве хранится текст Аланхо «Икке айгыр агыс кырса яхтах эрейдах буруйдах эрсотох кини ыыбата аласка баппатах агыс эмиддах ала ынах төрюга айдан бухатыр» сказителя Слепцова, 63 года, из 4-го мальжагарского наследия. В 2010 году вышла книга «Улу Аланхохот Бьетюр Колухов». В нее вошли тексты Аланхо Петра Колесова из Атамайского наследия, записанные Гаврилом Васильевичем Ксенофонтовым. Гаврил Васильевич Ксенофонтов также оставил ряд работ по праздничному алгысу на национальных праздниках Исэх. К примеру, такой материал можно найти во втором выпуске журнала «Сборник статей и материалов по этнографии народов Якутии», вышедший в печати в 1961 году. После Гаврила Васильевича Ксенофонтова по сбору фольклорных материалов улуса системно занимался видный советский фольклорист, кандидат филологических наук, уроженец Орджоникидзевского района Георгий Устинович Эргис. У Эргиса имеются много работ по Аланхо. Одним из больших трудов Эргиса является богатырский эпос Аланхо «Нюргун-Батур стремительный» Джурульяр Нюргун-Батур, который был записан от Арусина и переведен на русский язык Эргисом. Первый выпуск книги вышел в 1947 году. Каждый человек из народа Саха знает, что вершиной национального устного народного творчества является Аланхо. Богатырский эпос Аланхо испокон веков ценится в народе как вершина устно-поэтического творчества, доставляющего слушателям высокое эстетическое наслаждение. Аланхасуты Хангаласского улуса – это талантливые и яркие личности, имеющие свои индивидуальные исполнительские особенности, своеобразную творческую манеру. Среди первых собирателей фольклора в улусе следует отметить одаренного Аланхасута из Хангаласского улуса Семена Васильевича Герасимова, который не только пел, сказывал Аланхо, но и занимался сбором материалов. Главным делом его жизни стало создание кружка Аланхо в родном кашикатском наследии в 1928 году. Такие кружки позже были организованы во многих районах. Известный эпосовед Пухов в своей статье «Исполнение Аланхо» писал: «Этот коллектив, начиная с 1936 года, в течение многих лет ставил разное Аланхо
выступая на различных колхозных сценах, школах и так далее. Из состава этого коллектива вышла известная якутская фольклорная певица Новгородова. В постановках аланхо этого кружка на сцене активное участие принимали известные аланхасуты Яковлев Чой, Давыдов Легляма и другие. О работе кружка качкатского наслега можно узнать также из статьи «Улусная газета Хангалас» известного краеведа Улуса Гаврила Михайловича Герасимова, а также из рукописной работы краеведа Улуса Николая Даниловича Гордеева, хранящейся в фонде Улусного архива. В настоящее время в архиве Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Соран хранится 6 текстов аланхо, записанные аланхасудов Хангаласского улуса за 1925-1969 годы. Записанная в 1939 году Юрестяниберген Кириллина Тита Петровича, Тойон Джагарыма Савина Михаила Иннокентьевича, записанная в 1940 году Местниковым, Хара Нюргун Бухатыр Алексеева Афанасия Николаевича, записанная Лукиным в 1941 году, Вол Дугуй Бухатыр, записанная на магнитофонную ленту Илларионовым, расшифрованная в 1988 году. Далее аланхо Хангалас Батур, записанная в 1941 году Лукиным, самозапись, где указывается, что аланхо принадлежит ему. В других источниках зафиксировано, что автором аланхо Хангалас Батур является аланхасуд, уроженец первого мальжигарского наслега Алексеев Афанасий Николаевич. Правда, без необходимых объяснений, что приводит к определенной путанице по вопросу об авторстве. В нашем Хангаласском улусе и тогда, и в настоящее время не проводились развернутые фольклорные экспедиции, которые могли бы зафиксировать персоналии ранних носителей сказительского искусства и их произведения. По материалам Национального архива Республики Саха-Якутия библиографической справки сказителей в 1954 году в Хангаласском улусе насчитывалось всего-то 9 сказителей – Герасимов, Давыдов, Ермолаев и другие. К республиканскому национальному празднику Исэх-Аланхо-2014, проводимому в Хангаласском улусе, вышли в печати 3 аланхо. Это Хангалас Батур, Вол Дугуй и Мюльджибера, записанные от известных аланхасутов Хангаласского улуса, которые заслужили любовь и уважение поклонников аланхо. Рукописные тексты этих аланхо находились в архиве Якутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, которые в печати никогда еще не выходили. Вашему вниманию представляем эти аланхо. Сибирским отделением Российской академии наук, Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Республиканской ассоциацией аланхо, Институтом языков и культуры Северо-Востока России выпущена книга Мюльджибера. Книгу к печати подготовили Василий Васильевич Илларионов, доктор филологических наук, Туяра Васильевна Илларионова, Надежда Афанасьевна Дьяконова, редколлегия, Александр Николаевич Жирков, главный редактор и другие. Книга вышла в серии Саха Батурдара, установленной по инициативе президента Республиканской ассоциации аланхо, первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева. Из Хангаласского улуса одним из увековечивших аланхо является аланхасуд из немигунского наслега Михаил Иннокентьевич Савин. От сказителя аланхо Михаила Савина переписал Охлопков. Аланхасуд обладал большим даром. Он оставил полные тексты 2 аланхо Мюльджибера и Тойон Джагарыма. Савин имел очень богатый эпический репертуар. По 3 анкетам Михаила Савинова, собравшим в Национальном архиве, прадед, дед и отец аланхасута были также аланхасутами. Потомственный сказитель много не разъезжал, лишь бывал в Якутске. Он современник таких аланхасутов, как Томсурун, Кынат и другие. Аланхо Мюльджибера состоит из 3 частей. В первой части говорится о том, что у старика Аттын Арчыбай Тойон и старухи Арчылыр Айыгыт-хан были дети, сын и дочь. Сына звали богатырь Айхатбера, а дочь – красавица Күнюгүрючугей. Сюжет аланхо Мюльджибера начинается с того, что мать семейства рожает 3-голового черного ворона. Далее события развиваются стремительно.
Во второй части говорится о разных приключениях Кызбельгуден, схватки с Абаха-богатырями. Она встречается с Аи-богатырем Чучустан-Чачырыном, от которого рождается больной ребенок. Его на долгие годы прячут. В это время его мать, богатырша Кызбельгуден, находится вдалеке от него. В пути она опять проходит через разные сражения с богатырями Абаха. Выдержав все преграды, она возвращается и встречается с сыном, который вырос и стал Аи-богатырем Мюльджетбега. И на радостной ноте завершается вторая часть Аланхо. В третьей части рассказывается о приключениях Аи-богатыря Мюльджетбега, о его сражениях с богатырями Абаха и об установлении мирной, счастливой жизни в Срединном мире. В Аланхо Мюльджетбега Савина участвуют 119 персонажей – Аи-богатырей, Абаха-богатырей, удаганов, мифологических образов. В Аланхо показано высокое мастерство и талант Аланхасута. Аланхо Мюльджетбега Савина является одним из лучших Аланхо Якутии. Следующий Аланхо – Уолдугуй-Бухатыр. Он выпущен Сибирским отделением Российской академии наук, Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Северо-Восточным федеральным университетом имени Максима Кировича Амосова и Институтом языков и культуры Северо-Востока России. Автором и руководителем проекта является доктор филологических наук, профессор Василий Васильевич Илларионов. Ответственный редактор Надежда Ивановна Данилова, доктор филологических наук. В эту книгу вошел текст и сюжет Аланхо Уолдугуй-Бухатыр Егора Кардашевского, отвечающий канонам якутского героического эпоса. Он отличается богатым колоритным языком, содержит эпические формулы. Острый сюжет повествует о борьбе Аи-героя с богатырями Нижнего мира. К книге прилагается электронное издание Аланхо Кардашевского «Богатырь Уолдугуй». В июне 1970-го, еще студентом университета, Илларионов Василий вместе с однокурсником Окороковым вошли в состав фольклорной экспедиции института и отправились по запланированному маршруту в Орджоникидзевский и Татинский улусы. Так, будучи студентами, была сделана магнитофонная запись Аланхо Егора Кардашевского «Богатырь Уолдугуй» и сохранено исполнение Аланхо-сказителя. Составитель Василий Васильевич пишет, что сказитель был высоким, статным, сильным. Родился в 1894 году в Актемском наследии. Егор Кардашевский рассказывал, что его отец Илья Кардашевский, Кёгель, был довольно известным в Улусе певцом, таюксутом, запевалая сохая. Василий Васильевич, вспоминает Егор Ильич, был истинным аланхасутом. Таких называют иеоланхогот. У него была неспешная, плавная манера исполнения. Он стремился передавать особенности песен богатырей, их таюков, используя разные мотивы. Несмотря на возраст, он часами мог исполнять аланхо, сказывать повествовательную часть, проговаривать чабаргахи, петь напевы и таюки. Аланхо начинается с того, что Ирюн Аитоюн спускает в Срединный мир 3 богатырей, чтобы сильнейший из них обосновался в Срединном мире. Один из наиболее интересных моментов Аланхо – это эпизод встречи Уолдугая с 7 стерхами. Богатырь ранит стрелой одного из них. В таюке стерхи поют, что они девушки Аи, что богатырь совершил поступок, в наказание за который его странствие будет сопровождаться многими трудностями, лишениями, а девы-стерхи отомстят ему. В Аланхо показано, как богатырь Аи, благодаря своей смекалке, ловкости, одерживает верх над врагом, темными силами Абахы. Острый сюжет, повествующий о борьбе Аи-героя с богатырями Нижнего мира, держит слушателей в напряжении на всем протяжении повествования. Научно-исследовательским институтом Аланхо Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова в рамках серии Сахаланхото подготовлен к выпуску локальный вариант эпического наследия Хангаласского улуса Кангалас Батур. Аланхо из уст в уста Аланхасута Афанасия Алексеева записано Егором Лукиным «Тумбуджигер», издан в архив Института языка, литературы и искусства СОРАН. Предисловие Варвары Валерьевне Абаюковой. Подготовили к печати Руслан Николаевич Анисимов, Лилия Николаевна Герасимова, ответственный редактор
доктор исторических наук Василий Николаевич Иванов. У каждого свои каноны, свой сюжет развития событий. Хангалас Батур соответствует всем канонам Аланхо. Кроме того, дополнительное внимание к этому Аланхо привлекает тот факт, что его главный герой является носителем имени целого улуса. Прослеживается историческое прошлое родины, в котором они сейчас проживают. Просматривается борьба и смешение народа Саха с воинственным племенем северных народов – тунгусами. Автор Аланхо повествует о том, как сын старухи Сурнингсиля и старика Дагаламыра Хангалас Батур по высочайшему повелению божеств судьбы и рока господина Тойона Джилга хан и госпожи Хатон Чингис хан был поселен в Срединном мире. И о том, как вместе с ним пребывали там его старший брат Оходуолун Батур, две удаганки его старшей сестры, Вздорная и Иречанги и самая старшая сестра Алачанги, а также дух раздора старик Кумсар. Главным предназначением Хангалас Батура является защита жителей Срединного мира от племени Абагы и врагов. Хангалас Батур ведет мирный образ жизни, занимаясь охотой и оберегая людей от злых духов. В один из таких дней к богатырю Хангалас Батур прилетает в образе сокола и обращается за помощью богатырь Срединного мира Динджуарчай. Он просит освободить родную сестру Мандерел от злых чар Абага и преследований тунгусских богатырей. Вторым основным героем Аланхо Хангалас Батур является богатырша Кыс Мандерел, в борьбе и сражениях родившаяся. Все ее повадки и разговоры направлены на разжигание ссор и распри. Она все ломает, крушит, убивает и сама не ведает, что ее судьба – это вражда и противостояние всему Срединному миру. Она своеобразная и необузданная, обуреваемая страстями. Дух Ал-Лукмас, древо жизни, Анна Гналыя предупреждает Хангалас Батура о ее нраве, но Хангалас Батур пренебрегает ее советами и нечаянно открывает все 8 врат артыков зла всех 3 миров. Первоисточником бед оказывается Кыс Мандерел. Хангалас Батур прилагает все свои силы, ум и мудрость, чтобы освободить Кыс Мандерел от злых чар Абага и выходит победителем в неравной борьбе с воинами Нижнего мира. Он обращается к небесным ангелам, которые спускаются в Срединный мир в виде стерхов, очищают тело и исцеляют душу Кыс Мандерел. В конце Аланхо очищенная, кроткая и милая Кыс Мандерел влюбляется в Хангалас Батура, они уезжают на родину богатыря и устраивают пир. Их алгысом и благословением встречают божества господин Тойон Джилга хан и госпожа Хатун Чингис хан, восхваляя силу, ум, красоту и любовь. Кроме 3 книг Аланхо, к национальному празднику Исэх выпущены еще 9 книг. Народ это Платон Савич Семенов и Рыбалатен. Книга на якутском языке. Составителем этой книги является Самсонова Тамара Петровна, литературовед, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН, уроженка села Едяй Хангаласского улуса. Платон Савич Семенов и Рыбалатен, 1875-1963 года, народный певец, член Союза писателей с 1939 года. Как певец-импровизатор Платон Семенов стал известен в годы Великой Отечественной войны. В 1943 году Неустроева выпустила сборник его песен, который называется «Бойон Нарга Уруй Боллу». В книгу «Народы Рыгата Семенов и Рыбалатен» вошли 16 песен таюков и 18 легенд и притчи народного певца. Оставленные народным певцом произведения, надеемся, будут замечены и достойно оценены и молодым поколением. Следующая книга называется «Хангалас Огоха Теридойдута». Автором-составителем этой книги является Василиса Егоровна Романова. Она заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Хангаласского улуса, отличник образования Республики Саха-Якутия, является автором нескольких книг. В книгу «Хангалас Огоха Теридойдута» вошли все собранные ею по улусу разновидности танца Асохая,
воспоминания об известных запевалах Осухая в Улусе, статьи из республиканских и улусных газет, доклады известных ученых, проведенные Василисой Егоровной мастер-классы, фотографии на различных мероприятиях. Книга состоит из 4 частей. Первая часть называется «Выступления и воспоминания известных людей республики». Вторая часть называется «Запевала Осухая Хангаласского улуса. Воспоминания, статьи». Третья часть книги из страниц газет. И четвертая часть книги «Танцы, поставленные Василисой Егоровной Романовой на основе хангаласского фольклора». Изучая традиционный якутский круговой танец Осухой, она выявила разновидности Осухая на слегов хангаласского улуса. В эту часть книги и вошли разновидности Осухая на слегов хангаласского улуса. Следующая книга. К.З. Холанхо, директор Краеведческого музея имени Гаврила Васильевича Ксенофонтова, заслуженный работник культуры Якутии, лауреат госпремии имени Аюнского, Павел Харитонов АЯКУ, доктор филологических наук Василий Васильевич Илларионов, кандидат филологических наук Светлана Дмитриевна Мухоплева при поддержке Сахамедиа, Министерства образования Республики выпустили биографический фотоальбом Георгия Устиновича Гермогенова «Эргися», ученый-фольклорист Георгий Устинович Эргис. В этой фотоальбоме использованы фотографии, документы, письма, иллюстрации из личного архива родного брата ученого, архитектора Георгия Устиновича Гермогенова, почетного гражданина Хангаласского улуса, а также из фонда Покровского краеведческого музея имени Ксенофонтова и Якутского объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Емельяна Ярославского. В фотоальбоме представлена жизнь Георгия Устиновича Эргиса, кандидата филологических наук, заслуженного деятеля науки Якутской АССР, выдающегося ученого якутской советской фольклористики, а также его близких сподвижников и современников, который с 1943 по 1968 годы возглавлял работу по фольклору в Якутском институте языка, литературы и истории. Вышла в печати книга по материалам научно-практической конференции, посвященной республиканскому национальному празднику Эссе Холанхо, проводимому в Хангаласском улусе. Составителями являются Елена Николаевна Протодьяконова, Антонина Егоровна Охлопкова, редколлегия в составе Александр Николаевич Ширков, ответственный редактор, Анатолий Николаевич Алексеев, доктор исторических наук, Василий Васильевич Илларионов, доктор филологических наук, издание на якутском языке. В этот сборник вошли материалы Республиканской научно-практической конференции «Олонхохыга төрү түгес уоны сомоголур күс» и улусного семинара «Олонхохыга теряхен вопростара». Республиканская научно-практическая конференция «Олонхохыга төрү түгес уоны сомоголур күс» была проведена по 4 секциям. Первая секция «Олонхо уоны төрүт күс», вторая «Олонхохыга уоны теряхен вопростар», третья секция «Ытчан уоны олонхо» и четвертая секция «Олонхохыгар эрджон кыттыта». В сборник включены высказывания, мнения, обсуждения, обмен мнениями, рекомендации и пожелания по проведению республиканского национального праздника Эссе Холанхо в Хангаласском улусе. Для сохранения, изучения и распространения якутского героического эпоса Олонхо в Хангаласском улусе с 2007 года проводится ежегодный улусный фестиваль мальчиков и юношей. По итогам этой работы вышла в печати книга «Уолого Олонхо Бухатыра». Книга издана на якутском языке. Составителями книги являются Семенова, Степанова, Охлопкова, Управление культуры и духовного развития муниципального района Хангаласский улус, информационно-методический центр, отдел народного творчества и социально-культурного развития. Книга состоит из 5 разделов. Первый раздел «Хангаласутума. Улустагы ООО фольклорная лагеря» об истории создания детского фольклорного лагеря, материалы о деятельности этого лагеря. Второй раздел «Олонхо үйнер көлөне игетигер». Тут можно ознакомиться с положениями разных конкурсов «Уолого Олонхо Бухатыра». Третий раздел, который называется «Олонхону чинчерга оголор анарылара», вошли лучшие исследовательские работы детей
по изучению Аланхо. 4-й раздел Аланхо образ Ого Харагана, куда вошли рисунки детей на тему Аланхо. И 5-й раздел отзывы и пожелания о ежегодно проводимом детском конкурсе и фестивале. Дальше идет выпущенный календарь «Игра. Бои 3 миров в стране Аланхо». Автором этого календаря игры является черноградская Раиса Давыдовна, работающая учителем Хатачунской школы. Раиса Давыдовна на уроках физики и математики использует материалы фольклора и Аланхо. Имеет ряд работ «Физика и музыка», «Физика в сказках», «Задачи из мира Аланхо» и так далее. Настольная игра составлена для детей младшего и среднего возраста по народному эпосу Аланхо «Нюргун-Батур стремительный». Содержание игры соответствует развитию событий в 9 песнях Аланхо «Нюргун-Батур стремительный». В игре учтены все герои эпоса, каждый герой узнаваем, дается указатель об родословных героев. Эта игра разработана с целью распространения эпоса народа Саха Аланхо через настольную игру. Вышла книга-альбом Исай Капитонов «Живопись». Исай Ефимович Капитонов, живописец, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия, уроженец Хангаласского улуса, член Союза художников России с 1977 года. В данный альбом вошли 77 работ художника, в том числе работы на тему Аланхо. Нюргун-Батур, летящий на коне, эпос Аланхо Нюргун-Батур. На страже, эпос Аланхо Нюргун-Батур. Борьба с Абасы, эпос Аланхо Нюргун-Батур. Триптих Нюргун-Батур Аланхо-Суд. У художника-живописца имеется немало работ на тему ленских столбов. Дальше выпущена книга Хангалас-Батур Аланхо Эдер художниктарын характарынан на якутском языке. Выпущен Покровской художественной школой. Составителем является Харитонов Александр Васильевич. В эту книгу вошли дипломные работы выпускников Покровской детской художественной школы. Работы были сделаны в виде передвижных кочующих свитков. К работам юных художников приложены стихотворные строки из книги «Алгыс Сахатутула» известного народного целителя, народного мастера Ивана Ивановича Монастырева Теряхуйбан. Вышел 8-й номер иллюстрированного журнала «Хангыл», который выходит с 2012 года. Руководителем проекта является Лариса Константинова, главным редактором Туяра Галактионова. Редактором журнала является Людмила Ефимова. Основной целью журнала является содействие пробуждению у разных поколений хангаласцев интереса к историческим, культурным корням, осознанию ими себя как представителей единой общности, продолжателей древнего рода Саха. Название журнала имеет глубокий философский смысл. В нем отражена идея возвращения нас к истокам, через прошлое к будущему. Значительную часть в журнале занимает историко-культурологический, краеведческий материал. Журнал издается 3 раза в год на 2 языках – якутском и русском. К каждому номеру журнала имеется детское приложение «Аптах-хахах» – волшебный ларчик. 8-й номер журнала посвящен проводимому в Хангаласском улусе национальному празднику Исэх Аланхо 2014. Для тех, кто хочет глубже ознакомиться и узнать и изучать Аланхо в Хангаласском улусе, рекомендуем библиографический указатель «Аланхо Хангаласского улуса», составленный и выпущенный информационно-библиографическим отделом Улусной библиотеки. Из нее вы сможете получить более подробную информацию об Аланхо и Аланхасуту Хангаласского улуса. Хронологический охват материала, включенного в биографический указатель, с 1911 года по апрель 2014 года. В указатель включено 275 названий библиографических записей. Желающие более полно ознакомиться с указателем, можете обратиться в читальный зал Улусной библиотеки.